Привет, телезрители! Добрый день, ребятки! В эфире «Гора новостей». Работаем, как обычно, из дома. Да, мы уже месяц учимся на дистанционном обучении, полет нормальный. Ну а у руля событий, не ослабляя хватку, Радомир Усманов И Настя Бурмистрова. Погнали! Где еще работают наши ведущие? Что делать, чтобы оставаться в форме в режиме самоизоляции? Что за символ ромашка? И кто же у нас тот еще кулинар? Все это и намного больше в «Горе новостей». Так что смотри и не переключайся. На календаре 1 мая. Сегодня как бы праздник. Да, если честно, у меня каждый день как праздник. Сегодня мы бы вышли на субботник. У меня во дворе субботник, мне хватает, так что стараюсь держать себя в форме. Ну а мы будем держать в информационной форме наших телезрителей. Конечно. Школьникам Крыма, которые не могут заниматься дистанционно по техническим причинам, подарили планшеты. Везет кому-то. Гаджеты подарили в рамках благотворительной акции детям, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации, многодетные или же малоимущие. Ну, соответственно, да, если в семье много учеников, но всего лишь один компьютер, то как быть? Да, акция будет продолжаться, это еще не конец. Главное, чтобы каждый мог заниматься дистанционно, чтобы каждый мог получать образование и получил важный социальный урок, что нужно помогать своему ближнему. Ну и раз уж мы заговорили о доброте, то у нас есть сюжет о акции, которая прошла несмотря ни на что. Сидя дома на карантине, я не скучаю и решила заняться благотворительностью. Хочу рассказать вам про свой проект под названием «Распусти ромашку». Его смысл заключается в том, чтобы помочь особенным детям не чувствовать себя отдаленными от остальных. Ромашка – это символ проекта, так как по традиции это цветок детства и искренности. От лица Совета старшеклассников Ленинского района мы с Гузей, как активные общественные деятели, решили запустить данное движение. Расскажи о дальнейших планах нашего проекта. Мы будем продолжать продвигать наши идеи. В дальнейшем мы будем проводить мастер-классы совместно с Центром детского творчества и будем распространять нашу идею на более обширную аудиторию. Почему было решено воплотить идею именно таким способом? Дети с особенностями развития достаточно стеснительные, поэтому именно таким способом, немного игровым, творческим, мы решили с ними наладить связь. Договариваясь с фондами и центрами для детей с особенностями развития, мы познакомились с семьями, которые с радостью захотели поддержать нашу идею. И таким образом мы быстро организовали изготовление игрушек мечты и уже через пару дней были у них дома, чтобы подарить им это счастье. Сегодня мне привезли этого енотика. Спасибо за то, что вы делаете добрые дела, дарите детям всякие мягкие игрушки. Вместе с Центром детского творчества из подручных материалов очень скоро были с любовью воплощены в жизни мишки, енотики и другие желания детей. Вот такие игрушки, сшитые по рисункам и описанию ребят, отправятся им прямо в руки. А мы бежим заниматься следующей партией. Эля Власенко специально для «Горы новостей». Эля, спасибо! Сейчас очень много свободного времени. Можно научиться шить и сделать такой классный подарок. Это точно. Ученые нашли способ получать электроэнергию из водорослей. Сейчас кажется, что мир остановлен на паузу, но на самом деле нет, научные открытия продолжаются. Сине-зеленые водоросли смогут использовать для получения электроэнергии. Прорывную разработку создала исследовательская группа из Петербургского государственного электротехнического университета. Это может совершить настоящий прорыв в будущем. Главное, чтобы водорослей хватило. Я прочитала супернаучную статью, чтобы вникнуть в то, как это получается. В общем, сейчас ученые работают в том направлении для повышения эффективности биотоплива. А сейчас посмотрим, что делает наш коллега Руслан. Как вы видите, по мне,
На мне нету красивого белого поварского фартука и эстетичного колпака. Это говорит о моей полнейшей некомпетентности в приготовлении блюд, поэтому, если что, не берите с меня пример. Для приготовления пасты карбонара нам понадобится зубная паста. Ну, вообще, для приготовления вам понадобится сыр, сливки, потом 2 желтка. Самое главное, без белка, а то потом появится яичница вместо пасты, а вам это явно не нужно, бекон. Ну и, конечно же, сами спагетти. Ну а для начала вы должны обжарить бекон. Вот здесь вот в скором времени будут плавать макароны. Но пока жарится бекон, мы сделаем, собственно, соус. Для этого нам понадобится вот эти вот 2 желтка. И сюда же выливаем сливки. Вот так вот. Соус должен выглядеть вот так, то есть он должен быть совершенно однородным. Когда макароны довариваются, мы выливаем наш сливочный соус. Также, что немаловажно, приправы. Ну а когда макароны начинают издавать странный звук, похожий на бомбежку во Вьетнаме, это значит, что макароны уже пора снимать. В общем-то, когда ваш соус загустится и будет похож вот на эту белую субстанцию, то кидайте сюда макароны. Одной рукой это делать была, конечно, плохая идея. И как только вы равномерно перемешали все эти спагетти, можете кидать сюда сыр. И оставляем на несколько минут под крышкой. По сути, паста готова. В интернете, конечно, много рецептов по приготовлению всяких блюд, но я своим профессиональным взглядом оценил этот рецепт и могу посоветовать его вам. Руслан Николаев. В качестве оператора тоже Руслан Николаев. Специально для Горы новостей. Не знала, что Руслан умеет готовить. Да, но мне кажется, сейчас каждый второй прокачал свои поварские навыки и уже готов идти в шефы. Ну а сейчас не повод забывать о фигуре. Я-то знаю, что лето не за горами. Да, ну а что делать? Смотри. Всем приветик! Сегодня речь снова зайдет о карантине, и на этот раз мы будем заниматься спортом. Первое, что нам понадобится, это хорошее место. Готово! Мы начинаем нашу тренировку. Первое, что мы сделаем, это мы разомнем шею и руки. Далее махи ногами, стоя или же лежа по 18 раз на каждую ногу. Далее выпады. Ну а если вам это легко дается, делайте выпады назад с каждой ноги по 18 раз. Дальше это джампинг. Ребята, это название такое трудное, вам просто нужно попрыгать. Если вам по каким-то причинам не нравится моя тренировка, вы можете просто зайти в инстаграм спортсменов и тренироваться прямо как они. Я биатлонист, мастер спорта России, чемпион и призер чемпионата России. Вот. Вместе с Министерством спорта Республики Башкортостан проводим зарядку с чемпионом. Ну, программа так называется. 1, 2, 3, 4. И еще раз вперед. 1, 2, 3, 4 и назад. Делаем прогиб. Прогибаемся, смотрим на потолок. Ну а на этом все. Не забывайте тренироваться и держите себя в форме. Настя Бурмистрова специально для Горы новостей. Настя, спасибо за отдельный совет. Активность должна быть во всем. Федеральный институт педагогических измерений, сокращенно ФИПИ, опубликовал реальные варианты ответов ЕГЭ 2020. Но я напомню, что досрочный период ЕГЭ должен был состояться еще в марте, но из-за сложной эпидемической обстановки он не совершился. Да, сейчас на данный момент опубликованы 2 варианта ЕГЭ.
и недавно были опубликованы ответы к ним. Абсолютно любой школьник может зайти, скачать эти варианты и потом проверить себя. Сейчас интернет – это окно в мир. В период самоизоляции ведущие нашей детской информслужбы открывают новые горизонты, а вернее новые платформы для прямых эфиров. В фильмах говорят о супергероях, их предыстории, их приключениях и так далее. Так что обязательно посмотрите, но фильмов много. Вести эфир в Инстаграме гораздо, в 100 раз проще, чем на телевидении. Начиная с той же самой подготовки и заканчивая ведением эфира. Все зависит целиком от тебя. Ты сам оператор, режиссер, сценарист, ведущий, стилист, гример. И все это в одном человеке. Немного страшно из-за этого, потому что полагаться можно только на себя и на своего соведущего. Наш официальный Инстаграм «Гора Тау» служит теперь дополнительным источником информации. Ведь наши проводники на вершину событий готовятся к ежедневным инста-эфирам не менее качественно, чем к ТВ-встречам. Я сильно волновался. И настолько сильно, что выпил 5 чашек крепкого черного чая без сахара. Каждый день в 17:00 встречаемся в официальных аккаунтах «Горы новостей» и детско-юношеского телеканала «Тамыр». Руслан, Карина, Аня, Никита, Настя и Радомир подбирают самые актуальные и нескучные темы. Самое страшное, что может быть в прямых эфирах. Я считаю, что это если ты забудешь текст, начнешь тупить, начнешь молчать, и зрителям будет скучно, ведь для нас важно, чтобы вам было интересно. У нас такое часто на эфирах случается, мы не укладываемся в определенный промежуток времени, который мы хотели бы, то есть полностью заполнить. ТВ-эфир отличается от инстаграм-эфиров тем, что зрители пишут нашим ведущим вопросы. Такое живое общение без официальных новостей максимально располагает на хорошее настроение. Больше новостей, еще больше, все для вас. Татьяна Никитина специально для «Горы новостей». Надеюсь, вы сегодня узнали много новостей. Ну а на этом все. С новостями и событиями дня тебя знакомили Радомир Усманов и Настя Бурмистрова. Включай нас каждый день и будем в вершине событий. Пока-пока.